В эфире программа «Посредник». Сегодня речь пойдет о работе санэпидслужбы Сухума, о том, почему будут повышаться тарифы на услуги, какая работа проводится по дератизации и дезинсекции в Сухуме и как идут проверки туробъектов на санитарное состояние. Обсудим эти вопросы с заместителем главврача СЭС Сухума Лашей Заранди. Сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Лаша. Здравствуйте, здравствуйте. Итак, вы хоть и не очень давно работаете в этой должности, эта должность для вас новая, буквально там полмесяца вы приступили, но тем не менее, я думаю, вы уже имеете понимание о том, в каких основных направлениях сегодня ведет работу СЭС Сухума. Вот могли бы об этом рассказать? Да, спасибо большое, во-первых, что позвали, очень приятно, потому что эта тема очень актуальна в наше время, потому что недостаточное внимание, я считаю, что в нашей стране уделено этой организации, хотя в Российской Федерации без заключения санитарно-эпидемиологической службы вы не то чтобы двинуться, вы не общепить не сможете, открыть, не заниматься либо какой деятельностью. Но здесь тоже у нас просто... Я только недавно вступил, как говорится, на эту должность, но и тем не менее, будучи депутатом городского собрания, я являлся председателем комиссии здравоохранения. Поэтому я курировал и столичные, как говорится, поликлиники, и в том числе санитарно-эпидемиологическую службу. Обратив внимание, я понял, что недостаточно средств выделяется на самом деле для этой организации. Как-то там кадровый голод у нас в этой сфере очень большой. Многие люди поступают на врачей, на хирургов, все хотят быть кстати, такими... вы сам врач. Да, все верно. Я сам выпускник военно-медицинской академии, также по этой причине я возглавил комитет здравоохранения, потому что единственный депутат, доктор, и, так сложились, так скажем, обстоятельства. Логично. Да, а так, если взять, на самом деле, у нас там, реально, повторюсь, большой кадровый голод. Многие люди не понимают ценность этого органа и вообще, как он должен работать. Я тоже относительно недавно, но тем не менее, я ездил в Питер, проходил переквалификацию, то есть проходил и онлайн-курсы, как говорится, имел стажировку с такими большими, так скажем, докторами санитарно-эпидемиологической службы. Но понемногу Москва тоже ни одним не устроилась, будем к чему-то стремиться. На летний период времени частые жалобы у нас и от туристов, и от людей, да, в принципе, о том, что у нас комары, о том, что у нас как говорится, грызуны, крысы. Но, хотите честно, мы иной раз сами создаем им среду обитания. То есть у нас много подвалов, которые нужно своевременно, во-первых, и откачивать воду, и у нас очень много заброшенных зданий. Понимаете, каждое третье, четвертое здание в той же столице у нас является заброшенным. А это вот их прямая среда обитания. А еще, тем более, есть несанкционированные свалки. Это вообще глобальнейшая тоже проблема. Тот же мусор, который выкидывают люди, там написано прямо не выкидывать стройматериалы. Но, знаете, как не получается. И поэтому, всегда говорят, вот там эта служба работает, не работает. Но иной раз с себя надо начинать в первую очередь. Но и еще такой момент, возвращаясь к подвалам, что если бы там не было воды и вот этих грунтовых вод, которые у нас поднимаются, то и среды обитания тоже у них не было бы. Так что... Вот очень интересно узнать, вот как раз вы затронули эту тему. А как много у нас таких зданий, где стоит вода, где подвалы вот такие вот в антисанитарном состоянии? Давайте так. Я даже по ходу работы, будучи депутатом городского собрания своего округа, часто люди обращались, вот у нас там в подвале вода. Да, имеет место быть, там у нас очень старая канализация, вообще, в принципе, все ливневки в очень удручающем состоянии. Но иной раз, еще раз, не хочу сейчас прям во всем винить жителей, но у них там стоят насосы, и они протекают. И вся эта вода, опять-таки же, стекается в подвал, и в совокупности с грунтовыми водами, с теми водами, которые люди там не чинят свои насосы, так и получается. Поэтому зачастую, когда меня вызывают какие-либо подвалы, причиной все-таки являются сами жители. Вот. Но смотрите, если насос не работает, какой насос имеется в виду и что должны жители в этом случае делать? Нет, насос, я говорю, личный насос, который они сами ставят для того, чтобы вода поднималась к ним. Но благодаря главе администрации, грубо Тимуру Михайловичу, мы собираемся приобрести такую машину, которая сможет выкачивать эту воду, во-первых. Во-вторых,
у нас есть такая проблема, что мы Воду решим... из подвала. Да, конечно, воду из подвалов. Мы, ну, как вам сказать... Мы решаем проблему по мере их возникновения. К сожалению, в санитарно-эпидемиологической службе это неправильно. Смысл вообще-то службы предотвращать. Это все не то, когда оно уже произошло, а предотвратить. Поэтому это планомерный, пошаговый подход в течение года. 3-4 раза нужно обрабатывать соответствующими средствами для того, чтобы на зарождении личинок, на зарождении, когда они, так скажем, становятся взрослыми комарами, они не должны... Да. Да, вот давайте вот к этой теме более, скажем, подробно обратимся. Что у нас сейчас еще, может быть, не такое массовое нашествие, пока еще вот и погода как-то, да, более прохладная, чем обычно в это время года. Будут тучи комаров, особенно там, где влажно. Это у нас там и речки, и подвалы, как вы уже говорили, да. Что может предпринять санэпидслужба Сухума и в каких масштабах должна проводиться работа, и что на практике получается? Ну, давайте так, снова возвращаемся к корню проблемы, имеется в виду. Это нужно для того, чтобы у нас летом не было комаров, грызунов, это нужно начинать с зимы. Во-первых, обрабатывать те места, где более... они чувствуют себя, как говорится, как дома. Это, во-первых. Во-вторых, мы находимся в субтропиках, понимаете? То есть у нас очень много влажности. Это также для них, ну, как они хотят тут жить, понимаете? Но нам надо это, во-первых, предотвратить, да. Ну, понятно, когда они на природе, но вот когда вот в здании или вокруг там... Да, ну, здесь, живут, знаете, как есть несколько методов, которые можно применить по этому поводу. Если у нас не всегда получается избавиться от воды в тех же подвалах или в других, как говорится, местах, заброшенных зданиях, есть определенные препараты, которые можно, знаете, как поливать поверх воды, да, чтобы они не... То есть оно покрывается пленкой, и это абсолютно безвредно для людей. То есть это такой очень современный препарат, поэтому, вы знаете, нужно уже... Ну, мир идет вперед, понимаете, и старые методы, конечно, хороши, но новым тоже нужно уже обращаться. Вот расскажите, каким образом, понятно, может быть, мы зиму пропустили, я вот там не располагаю информацией, если вы расскажете, хорошо. Если не пропустили, там были какие-то, может быть, разовые обработки. Что предполагается вот в ближайшее время и вот в перспективе лето, осень? Да, в ближайшее время, опять-таки же, мы и уже... какими препаратами? Да, мы уже пришли, как говорится, к лету, поэтому если мы зимой не смогли это сделать, поэтому сейчас мы будем обрабатывать такими препаратами, как рататуй, есть ларвиоль, который как раз-таки вот покрывается поверх. И в связи с инфляцией в мире мы этот вопрос недавно в городском собрании поднимали, потому что люди требуют, люди хотят, но у нас недостаточно средств, чтобы это сделать. Вроде бы в этом году, опять-таки же, благодаря главе администрации, мы пришли к тому, что мы должны поднять соответствующие тарифы, но люди многие мне тоже звонили о том, что вот вы поднимаете тарифы, но мы не поднимаем тарифы на работы, понимаете? Мы просто, наоборот, хотим принести пользу городу, и то есть мы поднимаем, чтобы наш бюджет был заложен, эти препараты. До этого, которые, ну, те финансы, которые у нас были, ну, может быть, там, квартал-два мы сможем обработать, но на душу населения столицы это вообще мелочь. Каков размер старых тарифов и сколько должны, как должны выглядеть новые тарифы? Последний раз тарифы повышали перед нашим созывом в 2020 году, если мне не изменяет память. Тогда эти препараты стоили в районе там 300-400 рублей там, за 1 килограмм. Сейчас они стоят уже 750 рублей. То есть, ну, если весь рынок в мире подорожал, соответствующие эти препараты тоже подорожали. Плюс ко всему, из-за санкций много чего, тех препаратов, которые мы могли приобретать, опять-таки же, может быть, там, с других стран и подешевле. Сейчас у нас нету прямых таких поставок, и мы вот работаем с Российской Федерацией. Они тоже где-то, в свою очередь, приобретают, поэтому и такая наценка и происходит. Поэтому хотелось бы людей успокоить о том, что мы, наоборот, хотим саму службу поднять на соответствующий уровень. Это, во-первых. Во-вторых, сама обработка, то есть стоимость самой обработки мы будем максимально сделать. То есть такие объекты, как Новый район, массив, они более, как говорится, такие уязвимые места именно в этой сфере. Мы постараемся сделать за счет администрации, опять-таки же,
благодаря там, и комитету здравоохранения, и вопросам, и депутатам городского собрания, которые меня поддержали в моей деятельности. Так что... Ну, расскажите, какие еще места требуют, вы назвали сейчас новый район, да, какие еще места требуют вот такой вот серьезного подхода к обработке там, от комаров, от грызунов? Ну, знаете, как в основном это те улицы, на которых находятся открытые ливневки. То есть, ну, ливневки, как речушки. Например, вот на улице Дбар тоже. Оно сколько лет, если я сам там живу, просто имею понятие. Зачастую там уже комары, ну, таких размеров, я даже боюсь их иногда, если честно. Да, то есть это в основном открытые зоны, открытые зоны там, где собирается вода. То есть в основном всегда проблема возникает из-за воды. У нас, еще раз повторюсь, большая проблема с канализациями, которые многие... То есть вы будете вот вдоль этих речушек, все верно. Да? А вообще, как это экологический вопрос? Вы знаете, да, это, во-первых, нужно... Уместен этот вопрос. Да, вот, ну, нужно оповещать людей о том, что там будут какие-то санитарные обработки. Оно, ну, на жизнедеятельность людей, на здоровье такое, ну, не имеет. Оно убивает только препаратов. Ну, понятно, как говорится, для насекомых. Да, для насекомых. Поэтому, ну, для перестраховки людей предупредить о том, что будет здесь санитарная обработка, что по мере возможности там не выходить, имеется в виду, там, своими делами заниматься. Если говорить конкретно, то в ближайшее время, когда вот будут обработки, может, они уже проводятся, да. Вот расскажите, и в каких местах? Да, знаете, как здесь мы можем уже вернуться к такой теме, подготовка к летнему сезону на побережье. Это, во-первых. Очень большие проблемы люди не замечают, опять-таки же, о том, что у нас от Килосурского моста до турбазы вообще как таковых ливневок нет у нас. Это тоже большая проблема, и все вот эти речушки, так названные, да, они выходят все на берег. Мы недавно проводили большой объем работы вместе с прокуратурой охраны природы, вместе с экологами. Большие проблемы в том плане, что вода стоит, это все стоки выходят в море. Поэтому и мы с вами до этого тоже затрагивали тему и ботулизма, и таких проблем, которые возникают в связи, когда грязная вода, когда, как говорится, нету ливневок, и все это люди врезаются, как говорится, в канализацию, все это вытекает на берег. Это, знаете, как муляж, когда вот, имеется в виду, картина хорошая, вроде бы все видно, но просто шаг вправо, шаг влево, на самом деле... Что предпринимать в этой связи? В связи с этим, у нас очень много частников в этой сфере, так скажем, побережья, где-то ограждено, где-то мы даже попасть не можем. Обязать частников, да, конечно, обязать частников, во-первых, заняться этим. Если они не могут, мы приходим на помощь, мы их сами, во-первых, мы уже ведем какие-то диалоги с главой администрации, разговаривали на эту тему, вызываем людей, говорим, ребята, сделайте, просим, если не можете, мы поможем. Вы какие к ним требования выдвигаете? Требования выдвигаем тем, что это соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам. Они должны что-то строить? Нет, они не должны строить, они должны это обработать, опять-таки же. То есть это нужно предотвратить. Я думала, там очистные, там что-то. Это, конечно, высший пилотаж, то, о чем мы должны с вами говорить, но хотя бы септики. Хотя бы, и чтобы, знаете, там, где нету, как говорится, канализации, там, водостоков, хотя бы септики. У нас много таких вот предпринимателей, которые этим пренебрегают? Сейчас не будем, как говорится, обо всех говорить, но много. В процентном соотношении многие очень, относятся... 70%? Давайте 50 на 50, чтобы никого не обидеть, так скажем. Но больше вы правы, чем я, если вещи своими именами называть. Как-то так. Многие очень серьезно относятся. Даже вот я, когда приступил к работе, у меня тоже подход был таков, что, вы знаете, 30 лет, что, как бы не строилось, разрушалось. Я ко всем изначально, то есть повел диалог, ребята, пожалуйста, давайте вместе поможем. То есть не было такого, что мы пришли, вот мы сегодня там вас закрываем, хотя по многим нормам нужно было это сделать, но учитываем наш менталитет, точек соприкосновения, друзей, братьев, тоже все надо понимать, надо в этой среде обитания тоже нам побыть. Поэтому, и вы знаете, из 100%, кому был такой подход, что, ребята, давайте поможем, давайте сделаем,
многие отреагировали хорошо, потому что мы надавили на слабость, что это наш город, что это наша столица, что никто здесь это не придет и не сделает, что мы поколение молодое. Мы же часто говорим о смене поколения, что поколение, то, которое пришло, должно уже вести порядок, как Понятно. минимум. Да. Чувствительные места затронули. Да, ну, патриотизм. Правильно же? Ну, Да. мы на этой точке сыграли. И, вы знаете, многие хорошо отреагировали. Если говорить еще об различных обработках, вот мы затронули грызуны. Да. Это другая работа же, наверняка. Там вы опрыскиваете, что-то наливаете на воду, а здесь все-таки Да, конечно, это... живая, скажем так, природа. Да, конечно, это уже, ну, когда комар и, как говорится, крыса уже, во-первых, Да, разные вещи. Очень много Да, болезни, конечно, заразы, конечно. поэтому очень Это разная обработка, само собой, но здесь, опять-таки же, они уже, эти крысы выросли, поэтому здесь можно применить простые элементарные методы. Вот здесь можно к Советскому Союзу обратиться. Там, допустим, те же мышьяки, да, имеется в виду те же препараты, которые убивают грызунов. Но здесь помимо того, что, понимаете, мы их там истребим, от них нужно еще избавиться. То есть поэтому служба санитарно-эпидемиологическая должна работать вместе со многими структурами нашей столицы. Мы ведем такие диалоги, еще раз повторюсь, мы уже были с прокуратурой, сейчас мы уже и разговариваем там со спецавтохозяйством и со многими другими службами, что мы должны работать в тандеме, потому что один в поле не воин, не зря говорят, если мы вместе, то... Вот объект набережная, да, вы как раз выезжали тоже с прокуратурой. Что еще, какие там нарекания, насчет чего вот вы ездили, что вы... Вроде бы, кажется, набережная такая, как бы парадный наш подъезд, можно так сказать, и так, чтобы прям не бросается в глаза. Ну, набережная сама, если честно, достаточно, ну, как бы хороша, имеется в виду, да, то, что мы с вами видим, но... Здесь мы снова возвращаемся к людям, понимаете? Вот они строят там бары, строят какие-то заведения, и просто у них вода, ну, кран и вода просто стекает вниз. То есть нету там... Да, вот я об этом говорю, что нужно всегда начинать с себя. И да, понятно, вот еще раз повторю, многие отнеслись серьезно. Мы уже с ним разговаривали, септик уже поставили. То есть сделали там определенные вещи, которые... Ну, кстати, да, вот сейчас я сказала, что наша набережная действительно красиво, но вот если идти уже ближе в сторону маяка, там уже и какие-то вот объекты стоят торговые, там какие-то развлекательные, там автоматы и прочее. И вокруг я бы не сказала, что прям очень чисто, конечно. Ну, да, здесь, там мы тоже были, считайте, вот от Килосурского моста до Маярского, мы вот почти в каждое заведение обошли всех. То есть не стали, знаете, как много было замечаний, но не стали. А какой-то вы им срок даете? Да, конечно, даем определенные сроки. Мы им предоставляем свои услуги. Мы говорим, что мы поможем, рядом встанем, и это не означает, что мы там свои услуги на какой-то платной основе. Нет. Мы сказали, что на первые разы за счет администрации мы неоднократно эти вопросы и с Тимуром Михайловичем обсуждали о том, что давайте поможем нашим молодым предпринимателям. Ну, есть много молодых ребят, которые там будочку открыли, но они тоже еще, вы знаете, многих можно понять, они не знают эту специфику, они не знают, как правильно это было сделать, потому что они изначально не пришли за заключением санитарно-эпидемиологическим. Я вообще в шоке. Я думала, что без заключения СС ничего не открывается. Так должно быть по закону. Ну, вообще-то очень странно. Конечно, вот поэтому, и знаете, как меня, когда туда назначали, как молодая артерия, как молодая кровь, с новым взглядом. Там работает очень квалифицированный, много лет, который работает, но уже нет сил, понимаете, бороться. Там они вот стараются, ходят, где-то пытаются предотвратить, но не получается. Ну, работу надо, конечно, да. Ну, кадры. Набираю кадры. Да, по этому поводу тоже это уже мы потом, думал, может, тоже со временем здесь можно сказать, что есть такие планы выбить лимиты. То есть на обучение санитарно-эпидемиологических специалистов для того, чтобы люди, то есть еще раз, все хотят быть нейрохирургами, все хотят быть там докторами, но эту службу недооценивают. Поэтому вот мы статус этого органа хотим поднять на соответствующий уровень, и уже ведутся диалоги в парламенте о повышении штрафов. Кстати, вот это тоже глобальная проблема, чтобы вы знали, штрафы очень давно не менялись. У человека, как говорит мой друг, если
штраф будет 5000, если вы труп найдут, говорит, на кухне, говорит, а так 1500, 5000 штраф. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть 5000, конечно, 5000 он заплатит и дальше будет работать, это ни о чем. Мы вместе с юристами администрации Хагуш Мадина Беслановна, с Тимур Михайловичем и многими другими специалистами работаем над этим проектом, над этим законом. В парламенте одобрили наши действия о том, что... Когда в обозримом будущем будет вообще сейчас скоро, да, сейчас там как-то первое чтение прошло, как-то они опять-таки же может, недооценили, но мы донесли, объяснили, что это очень важно. Я думаю, давайте так, говорить правде в лицо. Этим летом вот взять все, поменять, честно вам скажу, не смогу. Но иду к этому пошагово. Хотя бы до, вот когда вот сейчас вот они уходят в отпуск, если мне не изменять память, к возвращению отпуска мы уже должны готовы иметь законопроект. То есть, будучи даже в отпуске, мы будем заниматься этим вопросом. Да. Сколько будет стоить сейчас вызвать, допустим, дезинсектора или дератизатора? Все это от квадратного метра зависит, который они обрабатывают. Там тоже... это новые тарифы, когда они, во-первых, вступят в силу. Новые тарифы, повторюсь, эти новые тарифы, они не столько не будут касаться... я поняла, но тем не менее, сколько сейчас, и когда? Один квадратный, обработка 1 квадратного метра выходит около 10-12 рублей. Как-то так, короче. Сами ядохимикаты, те, которые мы приобретаем, почему я вот и попросил повысить тарифы, почему и хочу, чтобы у нас его было много, то есть это чтобы было за счет администрации, за счет города. Все понимаем, в одном городе живем, людей как бы... Может, сейчас тариф будет 700 рублей? Да, не одна за приобретение ядохимикатов, а на обработку 1 квадратного метра будет выходить около 10-12 рублей. Когда они вступят в силу, тарифы? Тарифы, в принципе, уже вступили в силу после... То есть у меня было комиссионное заседание изначально. То есть они уже работают? Да, моя комиссия, с которой я провел совещание, они одобрили. После чего мы вынесли этот вопрос на заседание. Депутаты почти единогласно, то есть в этом вопросе поддержали, потому что я предоставил факты, документы, для чего, как, почему это делается. То есть это не мною придумано, а просто инфляция в мире, и поэтому это необходимая мера. И вот у нас, правда, мало времени осталось, но хотелось все-таки затронуть, как идут проверки туробъектов, на санитарное состояние. Проверки... частично уже сказали. Проверки, знаете, проверки ведутся, но... Как часто, кстати? Как часто? Вообще, купальный сезон в Абхазии начинается 10 июня. До 10 июня эти проверки, соответственно, должны были быть проведены. Но так как я недавно только, как говорится, вступил на эту должность, поэтому я решил по второму кругу пройтись уже для себя. Это же опыт тоже, все на практике познается. Я тоже, будучи оперирующим доктором, я вообще челюстно-лицевой хирургией занимаюсь, теория, но когда мы уже подошли к операции, когда мы уже, там скальпель в руки взяли, не отвлекайтесь, времени мало. Да, это совсем все по-другому. Так что так вот. Подготовка туроператоров, точнее, туробъектов, которые у нас есть, мы применили такую тематику, это, наверное, как ГАИ сделала. Мы делаем рокировки. То есть мы с разных городов, санитарно-эпидемиологическую службу, по крайней мере, такие планы. То есть я, допустим, специалистов взял с Гагры, чтобы, когда мы приходили на проверку, не было точек соприкосновения. То есть это тоже, такую практику, хочу такую практику применить, а наши сухумские, допустим, будут ездить в Гагру. Что конкретно вы там проверяете? А мы проверяем, опять-таки же, в первую очередь, это выброс воды, куда они его девают, как ни крути, общепиты. Очень четко, очень строго подходим к этому. Товарное соседство, которое должно быть. То есть не может храниться, опять-таки же, мясо с бытовой химией, к сожалению. Хранение, качество, срок годности, то есть здесь тоже есть несколько служб, которые мы должны вместе работать. Госстандарт, все верно, да. Кстати, имел тоже опыт работы в госстандарте, несколько лет тоже было, там тоже я имел практику прохождения, мы проверяли склады. Вы знаете, всегда проблему решать надо на корню. То есть
этот же продукт откуда-то поступил со склада, правильно? Поэтому с То есть этого вы склада, эти да. вещи тоже проверяете? Да, Когда конечно. речь идет о туробъектах. Конечно. Ну вот, к сожалению, у нас вот тема такая большая оказалась. Да. На самом деле нужно еще вернуться к ней. Обязательно вернемся. Я благодарю вас за интервью. И напомню, что о работе санэпидслужбы Сухума, о том, почему будут повышаться тарифы на услуги и как идут проверки туробъектов на санитарное состояние, мы говорили с заместителем главврача СЭС Сухума и, кстати, депутатом Горсобрания Сухума Лашей Зарай.